Все капает, ребят. 29 марта. Сегодня были на рыбалке, мы с Айдой ходили. А Тулан сидит у меня, залетчик. Тулан Валерия. С собой не брал сегодня. И купил вот такой ошейник для него. Вот такой ошейник. И его сейчас на выгул отпущу вот сюда. Вчера под присмотром вместе ходили на горку. А без присмотра я боюсь его оставлять. Сейчас на цепь вот сюда. Печка стоит, еще никуда не ездили, не ходили. Что-то у нас дела нифига не идут. Нифига не идут. Оп. Молоток нужен. И сейчас будем что-то придумывать. Что-то придумывать будем. Не шуми, пехота. Не шуми, пехота. Что зашло? Шуми, пехота. Не шуми. Ах, не шуми, то. Не шуми. Все. Вот так и будет гулять. Не помню уже, когда последний раз ошейник одевали на него. Вот так. Пусть гуляет. По-другому он не умеет. Без присмотра уходит. Так что это нормально, как я думаю. Тула! Да. Вот так. Ошейник чуть-чуть. Блин. Ошейник чуть-чуть еще, как сказать, свободный, но все равно он возмужает, там самое как раз будет. Лак, тула, лак, 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 лак. Нормально будет. Свободу хочет. Мощный такой, блин, кобылек. Так, пусть сидит. Айда, Тула, айда, говорит. Сейчас еще, ребята, сходим в гараж. Чем я там занимался, я еще покажу. У меня ремонт еще не закончился. Но еще... Да. Линять начал. Линяет. Белку облаял. Давай. Вот так. Здоровый, блин. А? Ладно. Айда сегодня погуляла. Я ее отпускать не буду. Сходим в гараж.
Так, ну что мы видим, ребята? Вон, смотрите. Все еще у нас калина не отремонтирована. Я еще более мощнее разобрал. Сейчас вкратце расскажу. Что я ключ не помню. О, блин, здесь оказывается. Думаю, блядь, дома не нашел. Оказывается, он тут. Так, в двух словах. Короче, с прошлого ремонта я стойку поменял, пошел на развал схождения, и там у меня нашли люфт рулевого наконечника. Я обе наконечника сейчас поменял, новые поставил. И колесо уже закрутил. И опять люфт. А, еще дополнительно вот этот ромашку поменял вот тут. С одной стороны пока ромашку. Ну, такие безделушки. Называется ромашкой. Вот их тоже поменял. И с другой стороны поменяю. Потом колесо поставил. У меня сбоку люфт такой. Клюм-клюм. И сейчас вот смотрите, снял шаровую. Шаровую снял. С таким съемником. Отличный съемник оказался. И шаровую снял, также заказал. Сейчас вот жду запчасти. Сейчас я буду менять эту шаровую. Поставлю. Если люфт не исчезнет, я не знаю, где еще может какая причина. Или подшипник ступится там что-то. Но вряд ли. Думаю, все-таки шаровая. И дополнительно еще такую яму в прошлом году вырыл тут. И эта яма сейчас наполнится водой. Где-то сантиметров 20, наверное, здесь вода будет стоять. Вот. Ну и тут еще тоже надо поменять вот здесь. В принципе, износа тут нету. Износа нету. Но раз начал, уже все поменяю. Здесь я эту ромашку тоже поменяю. И шаровую оттуда. Шаровую поменяю. Вот. Короче, ребята, все эти люфты пошли у меня из-за того, что я вовремя не поменял стойки. Вот такая фигня получилась. Вот. Ну и еще у меня доделки надо вот эту защиту двигателя вот здесь сваркой более удлинить, прорезь. Потому что нестыковка у меня здесь получается. Не могу вот затянуть болты. Вот. Ну и летом, наверное, еще ремонт у меня будет, конечно, трос этого, как ручника надо поменять. Там, сям, везде кругом надо что-то ремонтировать. Вот так. Ну, потихоньку все равно износ идет. Резинки потихоньку изнашиваются, вот эти резинки. И думаю, уже пора уже потихоньку тоже менять такие резинки. Ну, остается только поменять вот здесь резинку, тут резина, там резина. Три резинки. Ну и здесь. Но это вроде износа еще нету. Так, потом по-новому съезжу. Сейчас, наверное, спросите, почему развал схождения, они причину нашли, люфты, а они сделали. Ну, я без очереди, меня знакомые впустили в шиномонтаже. Даже там, наверное, вряд ли ремонтируют эти. Меняют запчасти, только развал схождения и шиномонтаж. И там они как бы увидели недостатки, вот что мне надо сделать, где что поменять. И я решил дома все эту работу сделать. Вот. Ну что еще? Вроде все. Рулевые наконечник, конечно, везде люфт. Везде люфты. И шаровые я отправил. Ну, чтобы уже ничего там не запутали, перепутали. Это стойку я заказал. Привезли не ту стойку. Ну, что я заказал, то и привезли. Я просто сам ошибся. Я сказал, что тут пружина конусная.
А оказывается, это бочкообразная пружина тут у меня стоит. И все дела там. Шаровые, рулевые наконечники 2 штуки покупал. Видно, дело в подвале где-то в Сыктывкаре, потому что одна резьба хорошо там сразу закрутил гайку, а вторая не закручивается. И резьба так нарезана была, что ни одна гайка туда не подойдет. Потом пришлось на токарном станке, ну, здесь ручной леркой там прогнать новую резьбу. Вот так. Такие недостатки в запчастях новых. Старые у меня 100 тысяч я проехал. Вот первый раз меняю вот из ходовых там рулевые наконечники, также шаровые, сальные, вот эти резинки начал менять. 100 тысяч пробега в машине. Немало уже. И все как бы тоже жалуются, что Жигули мало ездит, там много ломается. А дорога, знаете, какая у нас в России. Ужасная. Сколько ям, сколько луж. И намного быстрее износ, конечно, идет. Многие тоже говорят, покупай новый. Но покупать новый это не из дешевых. Сейчас 700 тысяч минимальная цена на обычные Жигули, я думаю. И пока ничего менять не буду. Буду где-что ремонтировать и дальше ездить. Вот. А со временем, не знаю, будем смотреть. Блин, УАЗик там подложил картонку. Я так всегда наблюдаю, течка идет, нет, но вот картонка вся сырая. То сол где-то от мороз там хорошо шла, течет. Ну, по трубке уже тоже не новые там, сколько, 12 лет на этой машине. Вот. Один тоже писал, 170 тысяч проехал и ничего не ремонтировал. Это вообще как-то не верится, чтобы 170 тысяч на УАЗике проехать и не ремонтироваться. У меня сколько уже там шкварневые, там, как сказать, ступица подшипники, там несколько раз затягивал коробку, 2 раза, наверное, уже ремонтировали коробку. Вот. Таких крупных ремонтов не было, но все равно там все равно где-то что-то ломается. И у меня слабинка коробка здесь, наверное, я думаю. Вот. Одна ошибочная ремонт. Я в Овен поехал, блин. У меня что-то гремело. В Овене разобрали у меня коробку. Оказывается, обычная крестовина. Я сам заметил, когда они собирали, там крестовина, там туго шла на крестовину. Причина в крестовине была. В кардане. А залезли в коробку. И за этот ремонт еще 8 тысяч я платил. Ужас, просто ужасно. Короче, если есть возможность, все надо самому ремонтировать. Вот. Ну, в принципе, ходовые там ремонтировать можно. Инжектор, двигатель, это сам не отремонтируешь. Ты диагностику и все то. Ну, здесь у меня сегодня, если привезут где-то после обеда запчасти, я эту сторону я соберу. И завтра уже на второй стороне там буду менять ромашку и, как сказать, шаровую. Вот. Ну все, думаю, вкратце рассказал свою жизнь сегодняшнюю. Сегодня также ходили на рыбалку. Видео отдельно будет. С Айдой сходили в поход, такой рыбалка. Вот такие дела. Потихоньку начинаем жить. Оклемались вроде как после этой орзы. Вчера тоже один знакомый заходил, говорит, лучше гараж, лучше доски, ничего нету.
если поднять на мох этот гараж из бревен, там конденсат большой, а здесь у меня все открыто и все время продувает. В принципе, конденсата, мало, очень мало. А где вот гараж, утепленный гараж и без отопления, там говорит, на гвоздь поставишь гайку и там ржавеет. Мне он так сказал, я не знаю, спорить не буду. Сейчас, может быть, и комментарии пойдут, что все наоборот говорю. Еще что-то. Вот шаг. Этот, как сказать, рулевые наконечники. Люфт. Кирдык, короче, ему. Вот. Ну, в общем, я жду запчасти. Все равно бездорожье. Сейчас некуда выехать. Невозможно. Но сейчас по ночам хоть немножко заморозки идут. А, как сказать, я наоборот сказал. Сейчас не выедешь, потому что каша, снег тает. И только по утрам заморозка. Я выеду, а заехать уже вечером не заехать. Так что вовремя сейчас самое то сейчас ремонтироваться. Надо отремонтировать, чтобы обе машины у меня были на ходу. Это обязательно. Без этого никак. Не люблю, когда где-то какая-то поломка и откладывать, не ремонтировать. Это не в моих правилах. Я все делаю. Стараюсь делать все вовремя. Хотя этот ремонт что-то у меня затянулось. Вот так. Ну все, ребят. Всем пока и удачи.